Всем привет! Очень рада видеть вас на моем канале. Сегодня у нас особенный выпуск. Будем говорить о Чороне, его истории и значении. Я покажу вам все поближе, расскажу интересные детали и поделюсь своими мыслями. Так что устраивайтесь поудобнее. Начинаем! С самого детства я росла среди чоронов. Мой дедушка Николай Шарапов является первым образованным художником-керамистом, и он начал изготавливать чорону из керамики и фарфора. Поэтому в нашем доме было очень много самых разнообразных видов чоронов, которые он собирал в свою жизнь, и также чороны, которые достались нам от моих прабабушки и прадедушки. Эти чороны до сих пор хранятся в нашей семейной коллекции, которую мы бережно храним. И для меня чорона — это уже часть моей жизни, часть моего детства, истории моей семьи. Я так много рассказала про чорону уже и расскажу поподробнее, что это такое. Чорон — это сакральная посуда нашего народа Саха. Один из самых древних и загадочных предметов традиционной культуры Саха. Это не просто посуда для кумыса, а ритуальный сосуд, тесно связанный с мировоззрением, верой и укладом жизни нашего народа. В нашей семейной коллекции есть самые разнообразные чороны. Например, вот эти черные чороны, они более современные и они прокрашены. Вот именно они, кстати, появились в нашей коллекции буквально недавно. Перед отъездом из Якутии мы объединили наши коллекции семейные с супругом и перевезли все в Якутск и затем к себе в Алматы. Мы продолжаем заботиться о них, ухаживать, потому что за ними нужен очень хороший уход. И в основном в нашей коллекции это чорону и изготовлены из дерева. Для изготовления чорона используют обычно березу. Это было раньше и сейчас, так что эту традицию продолжают наши современные мастера, которые изготавливают чорону. Давайте поговорим об истории возникновения чорона. Самый старинный известный чорон датируется XVI веком на основании работы наших археологов. Его нашли в Татинском улусе в местности Улахан-Алас в Баяга. И второй древний чорон, также XVI века, был обнаружен в местности Тимир-Бакпыт-Алас в Чурапчинском улусе в современном. А если еще глубже изучать историю возникновения чорона, там очень глубокая история, и никто не уверен, как он точно появился, потому что наши предки, люди, которые очень сильно уважают природу. Насчет этого у меня даже мысль есть. Не даже мысль, а история. Я помню, как мы были в Чурапче и встретились с дядей моего мужа, и он ходил по Саилыку и говорил на соседей, что они не разобрали дом. Почему я это вспомнила? Потому что он сказал, после того, как человек жил, не должно ничего оставаться, и даже следов, что когда-то здесь жил человек. То есть, когда наши предки уезжали куда-нибудь, переезжали, они после себя все это убирали и оставляли чистую природу. И это отражается и в нашей культуре, в нашей материальной культуре. У нас все изготавливалось из дерева, из того, что
может со временем и раствориться в природе. Это очень бережное отношение, и поэтому даже вот те находки наших археологов, они бывают очень редкими, потому что все это исчезает и растворяется в природе. Я думаю, это очень глубоко. Чорон — это не просто сосуд, а ритуальная посуда, которая занимает центральное место в обряде во время гыха. Как его использовать? Для кымыса, священного напитка, в чорон наливают кымыс, напиток из кобыльего молока, который считается даром благополучия и изобилия. Кымыс в обряде — это символ жизни, солнца и обновления. Во время обряда Алгыс ведущие обряда поднимают чорон с кымысом к небу, обращаясь к высшим силам Аи. Это жест благодарности и просьбы о мире, здоровье и достатке. Форма чорона также имеет значение. Одноногий — это как ось мира, соединяющая нижний, средний и верхний мир. А трехногий — символ трех миров и трех кут, Üskut. Кут — это душа человека. Таким образом, во время гыха чорон становится не просто посудой, а проводником между людьми, природой и духовным миром. Как определяют возраст чорона? Чорон, оказывается, нужно держать на одной руке. И если ножка чорона, например, вот то, что я держу, я могу одной рукой держать свободно, то он изготовлен был, скорее всего, в XVIII веке, потому что в XIX веке чороны уже начали меняться с приходом русских, и там, конечно, совсем уже другие чороны появлялись. Но база такая же осталась, все равно изготавливается двух видов, трехногие и одноногие. Также, если говорить о вере нашей Аи, то что обычно вот ножки трехногих чоронов, они как будто копыта лошади, потому что для нас Саха Джохогей, божество, один из главных божеств, Джохогей, он покровительствует именно лошадям. И плюс то, что мы называем себя Джохогей-Олоро, в нашей вере и образе жизни, как и у многих тюркских народов, лошадь занимает центральное место. Он нас оберегает, хранит, кормит, перевозит. Лошадь для нас самая священная. Поэтому в таком священном сосуде ноги, трехногие вот именно чороны являются символом нашего поклонения и уважения. И то, что мы используем для алгыса, кобылье молоко, в этом очень много глубины и истории, и веры. В нашей семейной коллекции очень разные чороны. Есть и совсем древние, мы даже не знаем, какого они возраста. Также есть много современных чоронов. В основном это изготовленные, можно сказать, в 20 веке, да? Где-то в советское время. Также керамические чороны, которые я вот ранее показывала, они изготовлены моим дедушкой, есть современные совершенно. Они очень разные. И еще нам повезло то, что нам достали с мужем работы на моего свекра Тойона. Он также, оказывается, увлекался изготовлением чоронов. И поэтому, когда мы объединили наши коллекции с супругом, у нас очень разнообразная коллекция, которую мы просто не налюбуемся и показываем нашим детям, рассказываем о каждом чороне, когда она появилась, что она означает, почему такие узоры. Узоры здесь очень интересные. Если, например, чороны изготовлены вручную, у нас есть такие, они отличаются существенно. Есть чороны, которые изготовили уже применением каких-то новых технологий,
и узоры у них совсем другие, иначе выглядят. Вот, например, самый большой чорон, который у нас есть, он очень легкий, кстати, если ее держать в руках. Она полностью handmade. В каких случаях дарят чорон? Чорон дарит в особенные события. Да, это ритуальная посуда, которая используется во время празднований Ыгыха, но также чорон называет сосудом счастья и дарит ее самыми благими намерениями, мыслями и пожеланиями в честь какого-то большого события. При рождении новой семьи, нового человека, или же на новоселье. И бывает то, что еще дарят на какое-то достижение большое, профессиональное. Это вот в современном понимании в жизни. Но несмотря на это, чорон остается настоящим символом, который уходит в глубину веков, как способ обращения к высшим силам. Мы ее используем, и чорон есть у всех, наверное, кто живет в Якутии, и мы очень бережно к нему относимся. Во время подготовления материала для этого видео я много читала, и, кстати, вся информация про чорона доступна в интернете. Там очень много опубликовано работ научных, и до сих пор наши ученые продолжают изучать происхождение чорона, как она появилась. Многие скажут, да, то, что в интернете, например, пишут в работах историка Алексеева о том, что, или у Окладникова, то, что это очень похоже на каких-то скифских сосудов или на китайских. Ну, мне кажется, это один из самых таких древних видов посуды у всех народов. Но она очень ярко сохранена и до сих пор используется в нашей культуре и в нашем народе. Также вот я показываю хамыях, он тоже изготовлен из дерева березы. И мы тоже ее используем во время Ыгыха, мы через нее вливаем в чорон кумыс. Я очень радуюсь, что в нашей современной культуре народа Саха чорон занимает уже особое место. Это наш такой культурный год. Именно форму чорона мы используем и в украшениях, и в оберегах. Везде можно увидеть чорон. Художники наши вдохновляются чороном. И можно сказать, это, наверное, один из самых узнаваемых форм и культурных кодов нашего народа, которые мы до сих пор используем. Хочу поделиться с очень личным. С чоронами лично я разговариваю как с живыми. Не обязательно нужно их к ним притронуться, обнять, поласкать, потому что они с нами так давно, и когда я к ним притрагиваюсь, я чувствую себя очень счастливой, чувствую их защиту нашего дома, членов моей семьи. Они для меня одни из самых родных, наверное, вещей, которые хранят не только историю нашего народа, а историю нашей семьи. Мы, чороны, не думали, что они так долго пролежат в ожидании того самого дня, потому что перед отъездом из Якутска я их все каждого вручную упаковала бережно. Я думала, где-то они год пролежат, пока мы не дойдем в свой уголок, но это заняло очень много времени. И спустя вот несколько лет, когда я наконец-то решилась, вытащила их, я
действительно плакала, я так по ним соскучилась, и теперь каждый день я не могу насмотреться на них, налюбоваться. И несмотря на то, что мы живем сейчас в съемной квартире, мы решили их вытащить из всех коробок и украсить наш дом. И мне теперь совершенно не хочется никуда уходить из дома. Дома стало очень уютно, тепло, как говорится, дом полная чаша с нашими вот этими чаронами. И дети, кстати, тоже очень радуются тому, что они у нас есть. Я не знаю, что такое чарон, и в быту даже вот в разговорах часто слышу у них. И во время трапезы мы смотрим на них, они смотрят на нас, эти чороны, и мы ощутили такое теплое чувство о том, что мы дома, и они с нами. Как же мы ухаживаем за чаронами? На самом деле это ничего сложного нету. Для дерева нужна стабильная влажность в помещении, и время от времени, по мере необходимости, я их обмазываю маслом, обычным сливочным маслом, по идее должно быть, ну, можно и растительным маслом, чтобы все-таки влажность и мягкость была дерева. И они, кстати, полностью пригодны в использовании. В них ничего не протекает, ничего не происходит, и они спокойно выполняют свою функцию до сих пор. И напоследок я хочу рассказать воспоминания из моего детства. А перед тем, если вам понравилось мое видео, то, пожалуйста, подпишитесь, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Давайте вместе поговорим о чаронах. Итак, в моем детстве было очень много чаронов, как я говорила. И я, наверное, тот человек, который разбивал очень много чаронов. Это чароны моего дедушки, он был художником-керамистом, и у нас дома было очень много чаронов. И дедушка говорил, что мне очень нравилось слушать звук разбивающейся посуды. И сейчас, будучи взрослой, я понимаю, что это было, конечно, смешно, весело, но обидно, что я не сохранила. Но дедушка говорил, для чего я стала художником, ну, керамистом, чтобы изготавливать много-много чаронов. И он мечтал, что наш народ, Саха, и в каждой якутской семье будет много чаронов, и она будет доступна всем. И своим видео я хочу сказать, чтобы вы тоже начинали потихоньку собирать или же обновлять, добавлять больше чаронов в свои домашние коллекции. Пусть действительно в каждой семье будет этот сосуд счастья. Спасибо большое. До скорых встреч!